Этот год начался с крупных денежных потерь граждан в ходе общения с мошенниками. Уровень финансовой грамотности якутян довольно высок. Большинство людей неплохо осведомлены о схемах обмана и на практике легко распознают мошенника. Однако в поисках дополнительного дохода, а также в критической ситуации психологическое воздействие аферистов берет верх, и человек начинает совершать необдуманные поступки. Сообщать конфиденциальные данные, брать кредиты, переводить деньги и прочее. Поэтому сегодня, помимо знаний о действии мошенников, важно знать о том, как ведется деятельность настоящих брокерских компаний, а также о системе контроля такой сферы финансового сектора, как инвестиции. И обо всем том, что касается темы заработка на инвестициях, мы расскажем сегодня в нашей передаче про деньги. Ежедневно мошенники похищают у якутян деньги, используя различные уловки. В последнее время преступники все чаще пытаются сыграть на интересе людей к инвестициям. Аферисты предлагают вложить деньги в некие инвестиционные проекты в интернете и гарантируют многомиллионные доходы. Несмотря на очевидную нереальность таких обещаний, многие жители республики поддаются соблазну и лишаются своих сбережений. Некоторые даже попадают в долговую яму, отдавая аферистам не только свои деньги, но и заемные средства. Как распознать обман и не вложиться в мошеннические схемы, расскажет нам главный экономист отделения Банка России по Республике Саха-Якутия, лектор финансового просвещения Татьяна Владимировна Дроздова. Здравствуйте, Татьяна Владимировна. Здравствуйте. Начнем с самого главного. Да? Расскажите, как мошенники все-таки заманивают людей в фальшивые инвестиции? Вообще мошенники используют множество различных схем и психологических приемов. Но вот цель-то у них всегда одна – это завладеть деньгами доверчивых людей. Если раньше мошенники, например, снимали офисы, то сейчас они действуют онлайн. Все это создается в интернете. Злоумышленники создают специальные сайты, которые имитируют деятельность биржи или ресурсы биржи, либо брокерских компаний. При этом они размещают агрессивную рекламу в интернете, в мессенджерах, в соцсетях. И вот желающие легко и быстро разбогатеть, они сами находят контакты мошенников, сами выходят на них, вкладывают свои средства и остаются при этом ни с чем. К тому же аферисты очень легко маскируются под профессионалов в сфере инвестиций. И в разговоре с потенциальной жертвой они могут использовать сложные непонятные слова, выдуманную статистику, и тем самым они убеждают людей в том, что этот проект действительно работает и вводят их в заблуждение. Кроме того, конечно, мошенники очень хорошие психологи, мы об этом все время говорим, они очень умело играют на чувствах людей, они могут, например, красиво рассказать о некоторых там кредитах, которые закрыты благодаря какому-то эксклюзивному проекту, об огромных прибылях, которых можно получить, о том, как они покупают квартиры, машины и дачи с помощью полученных доходов. И вот, к сожалению, у нас население не всегда проверяет информацию, просто верит обещаниям и попадается вот на уловки таких мошенников. Вот вы сказали, что мошенники используют такие схемы разговоров, да? А где найти сведения о финансовых организациях и проверить, мошенник это или добропорядочная фирма? Прежде чем доверить свои средства любой финансовой организации, необходимо проверить наличие у нее официального разрешения на выполнение той или иной деятельности, на предоставление конкретных видов услуг. Даже инвестиционные советники, которые помогают, например, в приобретении определенных инструментов в пользу клиентов, они должны состоять в реестре Банка России. Кроме того, выбранная вами фирма не должна состоять в списке компаний, которая размещается на сайте Банка России с признаками нелегальной деятельности. Вообще вся эта информация, ее можно легко найти на официальном сайте Центрального банка Российской Федерации www.cbr.ru. Кроме того, еще вот инвестиционные советники, это могут быть как юридические фирмы, так компании прямо, так и индивидуальный предприниматель. Но они обязаны быть в реестре Банка России. Помимо этой информации, необходимо также проверить и другую информацию по той фирме, с которой вы собираетесь сотрудничать. Например, нужно проверить ее регистрацию в Едином государственном реестре юридических лиц. Необходимо посмотреть данные о руководителях, об учредителях. Немаловажно посмотреть, есть ли у компании офис. И если он все-таки есть, то желательно проверить, действительно ли он находится по тому адресу, по которому он зарегистрирован.
А в сфере сейчас новых технологий желательно еще посмотреть сайт компании, обязательно посмотреть адресную строку, все ли символы написаны правильно, нет ли там каких-то незнакомых или непонятных символов. Или лишних букв. Или лишних букв каких-то, да, чтобы там ничего не было. Кроме того, важно посмотреть, отмечен ли он специальным маркером, таким закрытым замочком. Немаловажно обратить внимание, например, на то, когда создан сайт. Если там совсем мало подписчиков, и он там создан неделю-две, месяц назад, то, вероятнее всего, это мошенники. Конечно, хорошо бы посмотреть и финансовые результаты компании, обратить внимание на отзывы и на банковские реквизиты. Все-таки счет у компании должен быть открыт в действующем российском банке. Ну и прежде чем подписать договор, обязательно нужно его прочитать внимательно, понять все условия. Нельзя подходить к подписанию документов чисто формально, там, проглядывая его по диагонали, потому что, подписав документ, вы соглашаетесь полностью со всеми его условиями. Вы должны понимать, как вы сможете вывести средства. То есть механизм вывода ваших средств, которые вы вложили, вы должны это хорошо понимать. Вы должны знать зону ответственности брокера, ну и, соответственно, знать свои права и обязанности. Это вот такой минимум, который необходимо знать, чтобы не попадаться на уловки мошенников. Но наличие договора все-таки это обязательное условие. Да, правильно? Потому что договор заключается и онлайн. То есть там, когда вы ставите свою электронную подпись, это тоже наличие договора. То есть отсутствие договора уже должно насторожить, и человек должен обратиться уже к сайту Банка России, чтобы проверить эту организацию. Да, обязательно. Или этого инвестиционного советника. Да. Кроме инвестиционных советников, ведь консультантами могут выступать и финансовые консультанты. Те люди, которые прошли обучение по программе, допустим, Минфина Российской Федерации. Здесь нужно знать, что финансовый консультант и инвестиционный советник – это два разных человека, потому что финансовый консультант может вас проконсультировать по обычным финансовым инструментам. Это учет доходов и расходов, ведение бюджета. Это могут быть инструменты такие, как инвестиционное накопление жизни, страхование жизни. Вот за это финансовые консультанты несут ответственность. А вот инвестиционные советники могут вам помогать в выборе инструментов, именно ценных бумаг, акции, облигации это могут быть, либо это могут быть фьючерсы, опционы, это более сложные такие инструменты уже. И вот за это инвестиционные советники несут ответственность. Если же они вас проконсультируют, например, об инвестиционном страховании жизни, то за это они ответственности нести не будут. Поэтому вот финансовые советники и инвестиционные советники, зона ответственности у них разная. И по каким еще признакам можно вычислить мошенников? Первое, что вас должно насторожить, это гарантия высокой доходности, причем без риска и в очень короткие сроки. Настоящий брокер никогда не предложит вам высокие проценты, которые будут выше среднерыночных, поскольку такие условия, в принципе, могут его разорить. И даже торгуя на бирже через официальных посредников, всегда надо иметь в виду, что такая деятельность сопряжена с высоким риском. И чем выше предполагаемая доходность, тем выше будет риск. Гарантировать доходность на рынке ценных бумаг вообще никто не может, потому что это противоречит нашему законодательству. И поэтому, играя на биржах нелегальных либо несуществующих, вы, конечно, потеряете свои вложения. Второе, на что мы обращаем внимание, мошенники практически всегда размещают навязчивую рекламу. При этом, чтобы привлечь внимание и как-то убедить своих потенциальных жертв, они могут использовать, например, сайты и аккаунты знаменитостей. Создавая поддельные аккаунты, например, тех же инвестиционных блогеров популярных, каких-то знаменитостей или успешных бизнесменов, они могут выдавать себя за их представителей и таким образом заманивать людей на мошеннические аккаунты либо в сообщества в соцсетях. Например, из недавнего, мошенники воспользовались популярностью сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте». И по этим мотивам в интернете создали финансовую пирамиду. Они создали сайт, используя кадры из сериала и слоганы из сериала. Организаторы этой мошеннической схемы что предлагали? Они предлагали людям сделать взнос в криптовалюте, обменяв ее на некие токены. Это такая криптовалюта самого проекта этого была. И гарантировали, что якобы эти токены растут в цене ежедневно, порядка 25%. Схему они использовали классическую. Приведи друга, чем больше людей, тем якобы быстрее будет дорожать пацанская валюта. Пацанская крипта, так называемая.
Также мошенники могут попросить вас установить приложение для обучения, либо якобы для торговли на бирже, и при этом прислать вам ссылку. Ну, как всем известно, переходить по незнакомым ссылкам – это крайне опасно. Абсолютно. Потому что с такой ссылкой же можно получить вирус, занести в свое устройство вирус, и мошенники, соответственно, получат доступ к вашим счетам. Ну и одно из основных таких тоже правил – это когда на вас давят, торопят принять какое-то решение. И вот человек в спешке, думая, что это предложение действительно будет выгодно, но при этом у него нет возможности быстро подумать хорошенько, потому что время ограниченное, человек может принять неверное решение. Все-таки в том случае, если на вас давят, надо взять паузу. Прям заставить себя взять паузу и проверить информацию. И только после того, как вы все проверите, тогда уже принять решение. Это будет осознанное решение, и оно вам не навредит. Да, и если говорят, что компания находится за границей, и в России у нее лицензии нет, а в другой стране есть, в таком случае можно инвестировать? Ну, уже брокеры могут вас убеждать, да, в том, что они представители иностранной компании, и поэтому она в реестре Банка России не состоит, что финансовый рынок сейчас не имеет границ, можно торговать по интернету. Действительно, современные технологии дают такую возможность, но здесь нужно помнить, что по закону о рынке ценных бумаг зарубежные компании не могут торговать на российском финансовом рынке. И поэтому, когда человек взаимодействует с подобными компаниями, он весь риск берет на себя. Дело в том, что если компания нарушит ваши права, то полностью с ней договариваться вы сможете только, несете ответственность только вы самостоятельно, да, потому что ни российский суд, ни Банк России вам помочь не смогут. И все разногласия и споры с этой компанией будут решаться по тем законам, по законам той страны, в которой эта компания зарегистрирована. Очень печально, да? Перспектива сотрудничества да. именно с такой компанией. И в полицейских сводках часто пишут, что потерпевшие отдают мошенникам не только свои сбережения, но отдают заемные средства. То есть они берут кредиты, займы и остаются в долгах, соответственно. Что движет такими людьми? Вот я никак не могу понять. Ну вот мы уже сколько раз говорим о том, что мошенники хорошие психологи, да? Они очень умело играют на чувствах людей. И поэтому они предлагают людям, своим потенциальным жертвам, получить такой неплохой доход, инвестируя, например, в акции, в золото, в криптовалюту. Вы знаете, они могут даже вам предложить инвестировать там в оливковые рощи в Греции, да? И при этом они вам обещают очень высокий доход. И говорят о том, что чем больше вы внесете сейчас, тем лучше и комфортнее будет ваша жизнь в будущем, потому что прибыль с более высоких вложений, она гораздо выше. При этом для того, чтобы убедить человека, они могут даже перечислить какую-то небольшую сумму денег, а якобы это уже прибыль от первоначально внесенной суммы. И человек, когда получает такую прибыль, он считает, что проект действительно действующий, работающий, и он старается все больше и больше внести своих средств. Когда у них свои сбережения заканчиваются, человек обращается к родственникам, чтобы занять эти деньги, берет кредиты, причем может взять несколько кредитов в разных банках, потому что один банк тоже может им ограничить сумму кредита, поэтому они обращаются в несколько банков. Ну, бывает до того, что и люди продают свою собственность, квартиры, дачи, машины. Но неужели они не обращают внимания на стоимость кредита для человека? Но стоимость предлагаемая, доходность гораздо выше, чем здесь вот процент. И потом не всегда люди могут оценить правильно ту сумму, которую они должны будут внести обратно в банк. Они же не думают, что они берут кредит в чужие и ненадолго, а возвращать будут свои навсегда. То есть вот они настолько находятся под влиянием, что они считают, что вот доходность, которую они получат, делая инвестиции, она покроет те издержки, которые они берут при взятии кредита. Получается, что вывести деньги из таких проектов практически невозможно или невозможно вообще? Ну, пока вы вносите очередные суммы, мошенники будут делать вид и о том, что идет бурная деятельность, что проект работает, развивается и приносит это прибыль. Но как только вы захотите получить либо прибыль, либо вообще вывести свои денежные средства, лжеброкеры, псевдосотрудники, они теряются вместе с вашими деньгами. Они не отвечают на ваши звонки, они удаляют всю переписку
и теряются. И, конечно, вот вывести, получить деньги обратно с помощью таких мошеннических схем очень сложно, ну, практически невозможно. И вот, например, из таких примеров, из последнего, что у нас произошло, такая ситуация произошла с жительницей Якутска. По информации полиции, она вносила деньги несколько месяцев, более 3 месяцев там получается, да. Ну, блуждая по просторам интернета, она наткнулась на якобы зарубежный сайт. Увидела номер телефона и решила позвонить. А на том конце провода ответил ей мужчина, представился представителем иностранной биржи и предложил инвестировать в доллары. Жительницу он, видимо, так убедил, что она решила сделать первый взнос, после чего мужчина еще несколько раз ей звонил и убеждал сделать еще больше взносов. И таким образом якутянка думала, что она инвестирует, она передала более 4 миллионов своих сбережений. Но когда же она захотела получить прибыль, то ее на контакт уже этот мужчина не выходил, псевдосотрудник этой иностранной валютной биржи. И, соответственно, он удалил всю переписку также и просто пропал вместе с ее деньгами. Я не представляю, что ощущала эта женщина, когда она поняла, что она стала жертвой мошенников. А вот что делать человеку, если он понял, что он перевел деньги мошенникам? Ну, если человек понял все-таки, что он столкнулся с мошенниками, в первую очередь нужно обращаться в полицию, писать заявление и прикладывать все имеющиеся документы. Это договор, там, чеки какие-то на переводы денежных средств. Если есть скриншоты переписки, то это тоже нужно прикладывать. О мошеннической схеме тоже надо сообщить через интернет-приемную в Банк России и в Роспотребнадзор. Но, как я сказала, что деньги вернуть вряд ли удастся, даже с помощью суда это практически невозможно сделать. Но, возможно, вот ваше обращение, оно поможет остановить деятельность аферистов, и другие люди на нее не попадутся. Ну и, знаете, вот на мой взгляд, самая главная защита от мошенников – это проявлять благоразумие и повышать свою финансовую грамотность. Абсолютно с вами согласна. Абсолютно. Потому что вот возможности повысить свою финансовую грамотность, ее очень много. Возьмем, например, тот же сайт, информационно-просветительский сайт Банка России «Финансовая культура» fincult.info. Мы про него вообще везде рассказываем. Это сайт с общедоступной информацией, где все написано простым языком. Если вам что-то непонятно, вы можете зайти по поиску, найти и почитать. Там есть очень хороший раздел «Грабли», где размещены реальные истории жертв, которые попались на уловки мошенников, но и при этом там описаны, что можно было сделать, чтобы на эти уловки не попадаться. Это делают специалисты, которые уже комментируют те или иные схемы мошеннические. Если же вы хотите инвестировать, то здесь однозначно нужно пройти обучение. Пусть это будет вначале минимальное какое-то обучение, чтобы вы вообще понимали, что такое инвестирование, во что можно вкладываться. Опять же, первоначально можно посмотреть информацию на сайте «Финансовая культура». Там ведь есть очень много статей, где можно почитать о том, куда может вложиться новичок, да? Как пройти тест неквалифицированного инвестора, чтобы перейти к более сложным финансовым инструментам. У Банка России очень много онлайн-проектов, и в том числе есть онлайн-уроки «Грамотный инвестор». Как раз весенняя сессия у нас стартовала 7 февраля и закончится на 19 апреля. В этом курсе представлены 3 урока. И в течение этих 3 уроков слушатели как раз знакомятся с основами инвестирования, с принципами инвестирования, учатся правильно выбирать финансовые инструменты, формировать свой портфель. Причем портфель формируется с учетом ваших финансовых целей и вашей склонности к риску. Разобраться в тонкостях инвестирования еще может, например, бесплатный курс Московской биржи. Это «Путь инвестора», да? «Путь инвестора», «Путь инвестора» называется. Он разработан Московской биржей, но при поддержке Банка России. Там тоже получается 4 блока, 29 уроков, причем уроки не очень длительные, поэтому можно посмотреть. И вот именно для начала этого пути инвестора нужно все-таки какую-то минимальную информацию для себя получить. Вот все, что я перечислила, это абсолютно бесплатные ресурсы, это бесплатные курсы, которые может посмотреть, познакомиться, изучить любой человек, который, в принципе, планирует приступить к инвестированию. И все они онлайн и абсолютно доступны к регистрации любого человека, который пожелает узнать эту информацию. Да, причем в любое удобное для него время. Конечно, потом можно пройти уже и платные курсы, которые предоставляют брокерские компании, но, опять же, прежде чем пойти на курсы брокерские
брокерских компаний надо проверить, что они есть в реестре Банка России, чтобы не попасться на инвестиционных блогеров, которые, например, в интернете, у них нет лицензии, нет разрешения, и тогда это могут быть тоже мошенники. Поэтому, когда вы проходите обучение, прежде чем обратиться к тому или иному посреднику, скажем так, который вас будет обучать, необходимо внимательно изучить о нем всю информацию имеющуюся. Абсолютно с вами согласна. Спасибо вам большое, что вы пришли к нам на передачу и вновь ознакомились с такой полезной информацией. Надеюсь, что наши встречи станут гораздо чаще. Спасибо за приглашение. Если вы решили торговать на бирже, у вас есть два пути. Первый – довериться управляющему. Этот способ подойдет тем, у кого нет времени или желания заниматься инвестированием самостоятельно. Второй вариант – делать все самому. Разработать стратегию вложения денег и взять на себя ответственность за сделки. Однако просто прийти на биржу и торговать самостоятельно не получится. Вам понадобится брокер, посредник между инвестором и эмитентом, то есть между вами и компанией, ценные бумаги, которые вы планируете купить. Брокер – это компания, у которой есть лицензия на работу на фондовом рынке и которая имеет право совершать сделки с ценными бумагами для инвестора. Важно помнить, что деньги на вашем брокерском счете не попадают в систему страхования вкладов и, в отличие от банковских депозитов, не возмещаются. Поэтому ваша задача – найти максимально надежного брокера. Если вы решили торговать самостоятельно, придется учиться. Некоторые брокеры предлагают бесплатное обучение, вебинары, обучающие видеоролики, пошаговые инструкции и так далее. Обычно вы получаете к ним доступ, если становитесь клиентом и открываете брокерский счет. Существуют и платные курсы: сопровождение опытного наставника, финансовые консультации. Обязательно изучите все эти возможности, которые предлагает ваш потенциальный брокер. Хорошо, если у торговой программы брокера есть деморежим. Например, вы зарегистрировались на сайте брокера и получили по почте ссылки на скачивание программы для торгов и ключи для установки этой программы. Устанавливайте программу и пробуйте себя в качестве инвестора, не открывая счет. Торговать вы будете, конечно, не на настоящие деньги, а в тестовом режиме, чтобы понять без лишнего риска, как устроена биржевая торговля. Всегда помните, что народная мудрость «7 раз отмерь и 1 раз отрежь» – это очень полезное правило, особенно для тех, кто готов на рисковые финансовые решения. Повышайте свой уровень финансовой грамотности вместе с нами. И с вами была передача про деньги. До новых встреч в эфире.